Вот и закончились новогодние праздники. И если искусственную елку можно просто собрать и убрать на балкон, либо вынести в гараж, то вот с таким элементом декора расстаться сложно, потому что это натуральный материал. И так хочется дать ему вторую жизнь. Именно поэтому сегодня мы пришли в гости к Марии Куницкой. Маша, привет. Здравствуй, Даша. Маша является у нас главным художником национальной вещательной компании «Саха», по совместительству человеком, мастером на все руки. Маша умеет делать из практически нереальных материалов что-то невероятное. Маша, ну и я пришла к тебе вот с этим. Я пришла к тебе с букетом. С букетом, да, рассказать, что солнце встало. Погляди на это, я уверена, что есть возможность не просто выбросить эту елочку, Ну, конечно, из нее можно еще столько полезного сделать. Больше того, даже вот смотри, мы с тобой сидим, она пахнет. Ты чувствуешь? Пахнет, чувствую. Ну, вот этот запах мы можем использовать, потому что именно в этом запахе, в его аромате, в его фитонцидах, которые он источает из себя, очень много полезного и нужного. Ну, давай не будем тянуть время, сразу приступаем. Вообще, вот, если честно, по мне так кажется, что не для всех людей, возможно, подойдет это, ну, допустим, в качестве какого-то косметического средства, либо чай попить, да? То есть ну, конечно, это если нет аллергии, конечно, если нет аллергии на сосновые, на еловые, на продукты вот, игольчатых древесных культур, то, наверное, можно будет попробовать. А если есть аллергия, то лучше с этим не стоит экспериментировать. Так тут еще смотри, да, что тут оказывается еще и пихта. Есть это пихта. Голубая ель, по-моему, канадская, Да. и пихта. Ну, конечно, нам нужно сначала убрать все игрушки. С этим я могу справиться, Да. давай. Вот. А вообще, значит, иголочки, если они ничем не обработаны, то их можно использовать и в пищевую. Ну, то есть для пищевых целей. А если чем-то обработанное, то это можно для наружных целей, для всяких. Ну, давай. Да, давай. Мисочку. Да, давай мисочку. Мы сначала еще постелим салфеточку. Вот, нам нужно будет... Что сегодня вообще, забегая вперед, что сегодня мы сделаем из вот этих еловых веточек? Ну, во-первых, это может быть и маски, и ванночки для тела, и для ног, и для рук. Вот. И для, так сказать, саше можно сделать. Помимо всего прочего, как мы все знаем, аромат пихты отпугивает моль и ели. Очень полезно может быть маска для лица из таких еловых веточек. Так, для начала. Так, ну да, для начала нам нужно вот эти маленькие иголочки. Поскольку мы знаем происхождение нашей ели, мы знаем, что она не обработанная, мы тут будем экспериментировать и с пищевыми, так сказать, ее способами использования. Сейчас первым. Мы измельчаем наши елочки, снимая с них иголочки. Нам нужны только иголочки. Вот я снимаю, оставляю веточки. Понюхай, как пахнет. Ой, ветка как пахнет. Боже, вы не представляете. Абсолютный запах такой хвойный, чистый. Новый год. Новый год, опять Новый год. Да, несмотря на а то, у меня что... даже, смотри, у меня пыль древесная остается. Вот. Ну, прежде всего, стоит предупредить телезрителей, что любой контакт с любым, так сказать, элементом, который вы к себе на кожу, требует, как мы уже сказали, сначала дегустации как на аллерген. Это там на определенные места, открытые части тела. Нам, значит, надо сейчас иголочки сполоснуть. Это мы делаем кипятком. Мы завариваем их. У нас тут кипяток под руками. Вот. И оставляем немножечко набухнуть. Ты чувствуешь запах? Чувствую. Мы, смотри, на каком расстоянии сидим, а запах. Хотя ель была наша-то уже. Это уже, представляете, это была она приобретена еще в 25-х числах, где-то в 26 число декабря. Нет, посмотрите, самое интересное, что пришло. вот так аромата, ну, уже немного. Если честно, есть, конечно, но нет. Стоило только заварить кипяточком, и здесь уже благовония совершенно другие, да, уже. Ну что, итак, мы оставляем пока, да? Ну вот мы, значит, сначала я хочу все-таки посоветовать сполоснуть. Мы сначала просто давайте сполоснем. Сейчас я еще немножко поставлю нагреться. Сейчас я просто сполоснула. Сейчас закипятит вода. И солью я, потому что это мы просто смыли, допустим, пыль какую-то или еще какие-то такие ненужности всякие. Это мы просто веточки помыли. Эта вода нам не нужна. И вот теперь с ней можно уже работать
Все. Мы сделаем отвар и будем применять его для ванны. Для ванны. Да. То есть вот так елку в ванну нельзя класть? Нет. Внимание, не вздумайте. Лучше да? все-таки заварить. Мы завариваем и настаиваем в течение часа. Ну, часа-полтора. И накрываем блюдечком. Маша, а можно вот эти палочки туда Да, порезать наверное, тоже? давай тоже положим. Пока у нас кипяток, подними блюдце, пожалуйста. Вот туда палочки тоже можно. Итак, Наши это палочки. будет такой отвар, который мы будем использовать. Настой это будет, настой. Он будет у нас использован для ванн, для принятия ванн, для создания маски для лица. И, в принципе, можно использовать, если, опять же, очень важно, если вы точно знаете происхождение веток, можно использовать в пищевых целях. То есть чай, настой. Отлично. То есть 3 варианта у нас, Маша, сегодня. Это, значит, в ванну настой, чай и масочка на лицо. Совершенно и все верно. из вот этого отвара. Да, то есть это как бы основа. Мгм. Наша основа это настой и вот из этих веток. Ну, пока настаиваются наши еловые веточки, предлагаем давай сделать саше. Да. Так, Ну, опять берем. Да, у нас для саше нам понадобится, у нас есть такая волшебная коробочка, значит, ножницы. Мы уже заранее заготовили капроновые чистые, конечно, колготочки. Можно использовать носочек красивый. Ну, если вы гиперэстет, можно сделать руками, сделать мешочки из ткани. Но ткань нужно брать тонкую, и чтобы она пропускала воздух, соответственно. Саше можно использовать. Так, держи, тебе один, мне один. Вот, на тебе салфеточку, чтобы не сыпались еловые веточки. И чтобы усилить действие наших еловых веточек, я предлагаю их можно немножко перемолоть. Для этого можно использовать вот такую кофемолочку, мукомолочку. Давай мы чуть-чуть туда их положим. Мы используем часть веточек и часть мы смелим. Опять же мы чистим наши еловые веточки. Вот у нас есть еще. Да, это у нас замечательно. Она тоже очень хорошо пахнет. Так, веточку лучше не класть. Вот. Еще? Да, хватит достаточно. Тут, ну, 1 ложка столовая. Для 2 достаточно. Но мы с тобой, по-моему, разговаривали еще до эфира, что можно по поводу саше я тебе... Вот. Оп. Не обязательно до конца, а чуть-чуть их. Чуть-чуть. Понюхай. Посмотрите, у нас получился вот такой порошочек. Посмотрите. Но я немножко, видишь, я не до конца все-таки смолола. Так, теперь, чтобы, так сказать, обезопасить себя, давай нам какую-нибудь, мы, наверное, воспользуемся твоей красивой тарелочкой. Вот, посмотрите, я не сильно, а чуть-чуть, как бы, чуть-чуть подмолола. Она где-то в муку, где-то еще остались иголочки. Теперь нам нужно сделать мешочек. Вот для этого я приготовила. Не обязательно, если вы не умеете пользоваться иголкой, возьмите ленточки. Вот смотрите, заготовки у нас здесь ленточек. С одной стороны вот так берешь, стяни и завяжи ленточкой. То есть все гениально просто, не надо придумывать Совершенно. Велосипед. Да. То есть вот остались ленточки от новогодних подарков тех же, кстати От новогодних подарков, ленточки. Колготочки, возможно, у вас залежались, да, уже? Конечно. Капроновые. Ну, конечно, надо брать ту часть, где нету дырочек. Как вот, минимум, можно да? сделать бантик. Так, и что можно сделать? Вы можете просто положить вот этот вот порошочек такой перемолотый с этим, но можно же усилить наши действия, взять мандарин. У нас есть, вот в этом букете у нас были веточки эвкалипта. Так, наш чайник закипел. Нам немножко нужно будет еще водички. Так, вот, веточки эвкалипта. Мы берем листочки. Тоже они подсохли. Тоже. Но Это все с новогодних у нас подарков, с новогодних букетов. Вот, мы тоже сюда. Мандаринки, посмотри, мы тоже берем, измельчаем. Можно ножницами, можно ножиком, кому как удобно. Ну да, мандариновая Мандариновая цедра, это цедра всегда, да? тоже. Ну, Всё здесь прям ароматы Нового года. Да, совершенно верно. Представляете, как сохранится. А потом представьте, что все это будет лежать у вас в шкафу, где обычно запахи, так сказать, не гуляют, а наоборот скапливается какой-то такой аромат душный, неприятный, может быть. Вот это вот. Нет, а еще я читала, что
именно запах еловых веточек отпугивает моль. Да, да, кстати, моль. И такие есть кожиеды, жучки такие маленькие. Они очень не любят этого. То есть, Поскольку у многих же есть вот нафталин, у многих же аллергия на нафталин. Может быть, вам повезет и... можно добавить тогда вот такие для объема. Боже, еще. как же это пахнет. Это просто, знаете, как мир ароматов. Так, ну вот, посмотрите, какая... Вообще, кстати, смотри, какая игра цвета получилась. А да? объема, мне кажется, надо побольше. Нет, еще. Не надо? смотри, мы же уплощать будем. Вот, Мгм. мы берем вот так, вот так, вот так вот у нас остался еще один листочек. Мгм. Нам надо вот так перемешать все. А можно ли смотрю. добавлять туда какую-то жидкость? Ну, Да, будь то. кстати говоря, вот про рояль в кустах. У нас есть арома масла. Мгм. Ну, это тоже какое-то пихтовое. Мы можем немножечко сюда маслица добавить. Вот, давай несколько капелек. О, я боюсь перелить. Можно гвоздичку, наверное, да? Да, кстати, да, маленькую гвоздичку, кстати, тоже от всякого рода паразитов. Потому что я боюсь выдавить сильно очень. А может быть, еще, мне кажется, можно положить палочку гвоздики. Нет, корицы. А, корицы. Корицы, да. Гвоздика это такие вот прям как гвоздики маленькие, а палочка корицы, да, совершенно. Это даже будет красиво. Да, стильно. Вот, очень. перемалываем, Мой мешочек перемешиваем. готов. Все, вот, давай забиваем. Я тебе оставлю. Забивай. Хорошо. Теперь это твоя. Так. Половина. Все. Ой, какие ароматы, дорогие друзья. И так все просто. Так, я беру вторую часть. Вот ленточка у нас еще одна. Мы ее тоже. Так. У нас есть здесь зажигалка. Давай я тебе... Ой, прости. Я тебе... На тебе обработала. Вот тебе ленточка. И себе еще сделаю. Завязываем, значит, наше саше ленточкой. На бантик, там, я не знаю, как на косичку, как удобно. Так. Вот, ну я вот этот краешек подрежу все-таки, чтобы было эстетично. Ну и стоит отметить, что вот эти вот здесь тоже потом подрежу. Так, немножечко упластить надо ее. Ну, такой, как конфетка получилась у нас. Так. Вот такая уплощенная она должна быть. И укладываем ее между бельем, между Постельное белье, да, какие-то, особенно когда кухонное полотенце, все знают, что до конца выстирать вот этот запах, даже когда кипятишь, он немножко остается. И вот, чтобы он был приятный, лучше, конечно, положить саше, это прям идеальный вариант. И стоит отметить, что из-за того, что вот мы положили в такую, как сеточка, да, у нас структура. Капрон. Да, капрон. Вы можете его реанимировать, опуская в кипяток. Когда проходит некоторое время, вам кажется, что аромат уже опустился, там, допустим, опускаете в кипяток, поднимаете, высушиваете. Можно опять же капнуть каплю гвоздичного масла, там, допустим, той же лаванды. Вся вот эта вот мешанина, которая у нас внутри, она впитывает этот ароматный запах и будет держать его. И опять вторично используем. То есть это многоразовые вещички. Ну, я думаю, до лета запах, дорогие друзья, у вас пахнет точно новогодний запах будет присутствовать в вашем шкафчике, да? Все очень просто. Еловые веточки, цедра мандарина, масло, эвкалиптовые веточки, которые у вас Пихту мы добавили туда. пихту добавили. Ну, в общем, все, что дает аромат. А это Пахнет не только изумительно. приятно, но и полезно, ну а также еще от разных вредителей поможет вам. Итак, саше, понятно. Кстати, Даша, даже вдыхая аромат вот так вот, ты борешься со стрессом. Это помогает при депрессии, при стрессовых состояниях. Наше саше готово. Это наша такая первая переделка, да, которую мы сделали вот во время нашего эфира, так сказать, да. Еще раз напоминаем, ничего сложного нет. Все очень просто. Итак, мы продолжаем реанимировать нашу елку новогоднюю. Да, вернее так, мы начинаем создавать из, казалось бы, бросовых вещей нужные, полезные, всякие важности, которые нам нужны в доме. Ну, вот отвар наш практически готов. Мы освобождаем его от крышечки. Что мы можем сделать? Во-первых, процеженный отвар, вот мы сейчас его сделаем. Давай используем твою чашку. Хорошо. Вот, значит, мы можем выпить его, первое что. Ты, кстати, знаешь, сколько всего полезного содержится в отваре?
Нет, даже представить не могу. А что там может Оказывается, мне, кстати, недавно мой врач сказал, косметолог, если вы хотите, говорит, получить хорошую дозу витамина С, возьмите еловые веточки, прямо вот заварите их, и там, говорит, наибольшее количество витамина С. А вообще, говорит, лучше даже их жевать. То есть вот можно заваривать, и вот прямо вот эти веточки вот такие вот так вот, как будто это... Мгм. Ой, кстати, они мягкие стали. Маш, но обязательно нужно еще раз повторить, дорогие друзья, что это все лишь для тех людей, у кого нет аллергии на И это. если вы точно знаете происхождение веточек, то есть вы знаете, что эти ветки не были обработаны никакими химикатами, эти ветки росли, допустим, недалеко от вашего дома, ну не вблизи, конечно, проезжей части, Мгм. а там, где они были доступны, так сказать, для природы, а не для автомобильных выхлопов. Помимо витамина С, что еще? Там ПП есть, калий, очень много микроэлементов. И цинка, кстати, по-моему, очень много. И вот, допустим, вот еще второй вариант. Мы вот процедили, отвар можно употреблять внутрь. Опять же, как ты сказала, если нет аллергических реакций. Против депрессии, против стрессов, успокаивает нервную систему, очень благотворно влияет на мочекаменную, ну, мочеполовую сферу. Вот. И второй вариант, опять же, прибавляем немножко. Ну, здесь я сразу говорю, объем должен быть гораздо больше. Вот. В ванну, то есть настаиваем. Можно даже чуть-чуть подварить вот отвар этот, поставить на небольшой огонь или на водяную баню, и отвар добавлять в ванну. Расслабляющий эффект на ночь. Антистресс. Конечно. Вот. И А потом... что касаемо, вот, допустим, если какие-то проблемы с кожей? Да, кстати говоря, это же при диатезах, при сыпи, потому что сосна имеет такой подсушивающий эффект, всякие прыщики, всякие, способствует быстрому заживлению всяких мелких трещинок и царапин. Тоже, кстати... То есть ванну перед сном принять? Товарищи, вы не представляете, какой запах стоит в этой комнате. Мы просто купаемся в аромате ели. Так, ну и вот теперь, это значит, мы сказали, в ванной можно потреблять внутрь. Это значит уже третий вариант. Саше, отвар, чай, ванну, отвар этот. И теперь нам можно сделать маску на основе этого отвара. Ну, для него, конечно, нужно совсем немножко, но также нам понадобится гречневая мука, овсяная мука. Если у вас нет под рукой, мы тоже специально для такого случая показать, чтобы как можно сделать муку, мы взяли просто геркулес и в чистом виде крупу. Нам нужно пропорции небольшие, по 2 чайные ложки каждой крупы, одной и второй. Вот. Для этого опять же у нас есть мукомолка, или кофемолка ее называют иначе. Мы размалываем, мы берем 3 ложечки, размалываем в муку, получая таким образом в маленьких количествах свою муку, чтобы не покупать, допустим, большой объем. Овсянка вообще очень часто используется в косметологии, да? То есть это такой секрет, эликсир молодости, так сказать. Больше того, ты знаешь, она как хороший скраб, очень нежный для кожи. Маски шикарные на основе овсянки, сливок. И, ну, в зависимости от кожи, какая кожа, там можно лимонный сок добавлять, можно яйцо добавлять. Вот, посмотрите, друзья. У нас получилась мука. Вот, пожалуйста. И не надо нам мучиться где-то там килограммами покупать эту муку. Даш, ты помнишь рецепт этой маски? Может быть, ты напомнишь телезрителям? Ну, я так понимаю, что 2 чайные ложки. Да, у нас по 2 чайные ложки муки каждый. Вот у нас получается 2, а это мы пока в сторону убираем. Ну, вот смотрите, я положила 3 чайные ложки геркулеса, а у нас получилось даже больше 3 ложек. Теперь мы размалываем гречку. Тоже 3 ложечки положим. Все достаточно быстро. И, кстати говоря, маска может храниться некоторое время в холодильнике. Так. Вот, пожалуйста, у нас получилась гречневая мука. Она немножко темноватая такая. Тоже 2 чайные ложки кладем сюда. Так, остатки мы пока, опять же, если у вас такая есть необходимость куда-то это использовать, в кашу можно бросить, сварить. Так, далее что? Так, потом нам понадобится 1 желток. Давай яйцо. Так, ну, нам нужно будет белок куда-то деть, поэтому яйцо мы одно уберем.
так, подожди. Так. Крупником покажи. Подожди, стой. Крупником возьмешь яйца разбивай. Традиционным способом отделяем желток от белка. Нам понадобится только желток. Желточек. Теперь, значит, еще один ингредиент – это творог. Мы берем тоже 2 чайные ложки. Очень просто запомнить. Мука овсяная, мука гречневая по 2 чайные ложки, 1 желток. И нам нужен тот самый отвар, который мы сделали из еловых веток. Сколько? Так, ну давай мы немножечко... Вообще нужно 2 чайные ложки. Я вот на глаз сейчас вылью так. Вот так. Вот, достаточно. Ну, там можно по густоте Да, посмотреть. конечно. То есть, и теперь нам нужно все это перемешать. Ну, творог на лицо – это не Уже хорошо. ноу-хау, да, Да. это уже хорошо. Яйцо на лицо – это тоже… Яйцо на лицо, прям Да. стихи. Яйцо на лицо тоже не новая вещь, да. Про овсяные хлопья, про чудесные Ну, гречка... свойства знают да. тоже все. Гречка, опять же, она тоже богата микроэлементами. А еловый отвар, как мы уже сейчас сказали, он помогает, заживляет микротрещины, воспаление кожи, которое происходит иногда у нас от мороза. Кстати, вообще вот эта процедура, она полезна именно в морозные дни, потому что ель, вот несмотря на то, что она, так сказать, казалось бы, вечно зеленая, и она все равно, конечно, зимой немножко засыпает, но именно ель в морозы, еловые настои, еловые кремы для рук, для лица, они очень способствуют вот этому обветриванию, заживлению от обветривания, цыпки, когда на руках. Вот. Маша, вот у мы нас видим, готова маска. консистенция прекрасная. Да, замечательно. Запахи божественных. Кстати, пахнет очень крупой. Крупой и елочкой как-то так. Как часто нужно делать такую маску? Раз в неделю. Раз в Ну, неделю? 2 раза в неделю можно. Сколько мы держим ее на лице? Как обычно, традиционные маски 15-20 минут наносим на... Ну вот я могу показать, как наносится на руку. То есть мы наносим значит, с шпателем специальным. Можно либо на ручки нанести, вот на зону, где обычно цыпки, да. Можно на лицо. То есть и 15-20 минут держим. Я вообще, мне кажется, как любой косметолог посоветует, не надо стараться, чтобы маска совсем высыхала, да. Многие даже советуют пленочкой покрывать, чтобы дикое такое, чтобы микротрещин не было. Мы оставляем, снимаем салфеточкой и умываемся теплой водичкой. Все, это как бы вот так же вот снимаем маску. Все. Ну, конечно, творог, желток. Уже даже виден эффект такой, кожица уже приятная. Отлично. И финальный. Так, ну и опять же, мы уже заговорили, что отвар можно, да? Но помимо того же отвар как целебный, можно же еще как травяной чай его использовать. Для этого нам может понадобиться лимон и, Дашенька, будь добра, пожалуйста, мед. Мед, пожалуйста. Вот, опять же, волшебный напиток зимы. Наши еловые веточки мы процеживаем еще больше. Вот, добавляем мед. Так. Ну и можно, и нужно, и важно, конечно, лимончик. Как ты правильно сказала, витамин С. Мы прям можем отрезать красоту эту. Вот. И, как все знают, мед лучше класть не в горячий раствор, а в такой подогретый, потому что свойства меда теряются при очень высоких температурах. Мы делаем все по правилам. Мы чуть-чуть остудили. Мед, лимон. Аромат божественный. Так, а еще это, наверное, я думаю, просто чудо. Да. Средства. Мне кажется, вот особенно в профилактике ОРВИ, заболеваний, да, Простуды, зимой, конечно. все. Это вот здесь кладезь различных витаминов и микроэлементов. Ну что, спасибо большое, Маша, что помогла сегодня нам разобраться в полезных, во-первых, свойствах еловых веточек. Ну и, конечно, спасибо за то, что подсказала нам, как все-таки не просто выбросить прекрасную новогоднюю ель, но еще и получить с нее такую пользу. Ну а главное протянуть, да, вот запах и настроение новогоднее хотя бы на пару месяцев. Да, это очень важно, потому что, во-первых, еще потом, Даша, мы сохраняем себе настроение очень долго. И это тот же самый антистресс, да? Антистресс. Ну вот, значит, смотри, мы уходим с вами
на паузу, так сказать, будем пить фиточай. Попозже мы с Машей масочку себе сделаем Обязательно. после эфира. Ну, затем, возможно, вечерком. У нас теперь 2 саше, мы можем разделить их, один тебе, другой мне. Да. И вечером обязательно каждый у себя дома примет ванну. С отваром из еловых веток. Обратите внимание, нам потребовалось буквально несколько веточек, а вот с этой новогодней композицией у меня осталось еще материала натурального как минимум на несколько месяцев вперед. Поэтому я не спешу выбрасывать такую полезную вещь. На этом мы не прощаемся с вами, увидимся вновь в проекте «Мы вам покажем». Всего доброго.